Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Футболисты Челси в гостях со счетом 1-0 обыграли Тоттенхэм в центральном матче 22-го тура английской премьер-лиги. Единственный гол на 24-й минуте с пенальти забил полузащитник аристократов Жоржиньо. Благодаря этой победе Челси поднялся на 6-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 36 очков. Шпоры располагаются на 8-й позиции, имея в активе 33 пункта. В следующем туре подопечные Томаса Тухеля на выезде сыграют с Шеффилд Юнайтед, а Тоттенхэм на домашней арене примет Вест Бромвич. Обе игры пройдут 7 февраля. Александр Кокорин может дебютировать за Фиорентину. Российский нападающий был включен в заявку на матч 21-го тура чемпионата Италии, в рамках которого его команда на своем поле примет миланский Интер. Встреча пройдет этой ночью. Напомним, Кокорин перешел в Фиорентину из московского «Спартака» 27 января. Соглашение с ним рассчитано на 3,5 года. В текущем сезоне нападающий в составе красно-белых принял участие в 10 официальных матчах, в которых забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу. В данный момент Фиорентина занимает 11 место в турнирной таблице чемпионата, набрав 22 очка. Их соперники по грядущему матчу идут на 2-й позиции, имея на счету 44 пункта. Женская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Эстонии в домашнем матче квалификации на чемпионат Европы 2021 года. Встреча завершилась со счетом 79-35. Самым результативным игроком матча стала форвард россиянок Раиса Мусина, набравшая 17 очков. Наша команда занимает 1-е место в группе С, набрав 9 очков. На 2-й позиции с таким же количеством баллов идет сборная Боснии и Герцеговины. 3-е место занимают швейцарки, у которых 7 пунктов. С 5 очками квартет замыкают эстонки. В заключительном туре квалификационного раунда россиянки сыграют с командой Швейцарии. Встреча пройдет в Оренбурге 6 февраля. Санкт-Петербургский СКА в овертайме обыграл Ярославский Локомотив в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счетом 3-2. В составе победителей шайбы забросили Мальте Стрёмваль, Йонас Кемпайнен и Андрей Кузьменко. У гостей отличились Егор Коршков и Артур Каюмов. Петербуржцы занимают 2-е место в таблице Западной конференции. В их активе 72 пункта. Железнодорожники с таким же количеством очков идут следом на 3-й позиции. Добавим, что оба клуба уже гарантировали себе участие в плей-офф турнира. В следующем матче регулярки СКА на своем льду примет Хельсинский Йокерит, а Локомотив в гостях сыграет с Череповецкой Северсталью. Софья Акатьева стала победительницей первенства России по фигурному катанию. Турнир проходит в Красноярске. 13-летняя ученица Этери Тутберидзе по итогам 2 программ набрала 220 баллов. 2-е место заняла Аделия Петросян. На ее счету 147,20 балла. На 3-ю ступень пьедестала взошла Евгения Плющенко, получившая от судей 135,15 балла. В текущем сезоне Акатьева выиграла 1-й и 4-й этапы Кубка России среди юниоров. В прошлом сезоне она стала 2-й в первенстве России и в финале Кубка страны. Перейдем к событиям нашего региона. Якутские лучники завоевали 15 медалей чемпионата и Кубка России среди здоровых спортсменов и лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В активе сборной республики 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград. Обладателями медалей высшего достоинства стали Анна Алексеева-Стасова, Кундаяна Эрелик и Балдар Балданов, выступавшие в дисциплине 3D. А также Степанида Артахинова и Николай Новгородов, первенствовавшие в стрельбе из блочного лука в смешанном командном зачете. Отметим, что Артахинова также заняла 1-е место в личном первенстве. Женская сборная Якутии заняла 3-е место в первенстве Дальневосточного федерального округа по настольному теннису среди спортсменов не старше 18 лет. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Турнир проходит в Приморском крае. В составе команды выступили Анита Наговицына, Диана Пахомова, Нелли Наговицына и Виктория Артамонова. Позже в борьбу за медали соревнований вступит и юношеская команда Якутии. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!